Ленский мост, конечно же, должен быть построен. Так, вне зависимости от того, где он будет, там, в какой программе звучать. Уверен, что у нас все получится. Проведена оценка аналитического центра при правительстве Российской Федерации на предмет соответствия тем экономическим требованиям, вот о которых и президент страны, и Юрий Петрович Трутнев много раз говорили. И однозначно, как объект жизнеобеспечения, мост проходит по всем параметрам. Более того, он проходит почти по всем параметрам, даже как объект, необходимый для экономического развития. План строительства моста через Лену обретает реальные очертания. Согласован вариант прохождения подъездных путей моста в районе Старой Табаги. На днях глава Якутии Айсен Николаев и члены рабочей группы правительства нашей республики встретились с жителями села. Хочу сейчас заручиться вашей поддержкой, потом уже, когда все эти проекты пойдут, мы же все равно сюда приедем, проектно-сметная документация когда будет, уже будем показывать, рассказывать, чтобы мы с вами тогда, как будто первый раз друг на друга не сидели, чтобы вы нам не предъявляли, чтобы мы вам чего-нибудь такого тоже нового не выкатили, да? Чтобы все было решено так, как вот оно задумано. О чем шла речь на этой встрече, какие доводы сыграли решающую роль в выборе окончательного варианта и насколько при этом удорожал проект, и в целом о том, как продвигается работа по обоснованию экономической эффективности моста на федеральном уровне, мы поговорим сегодня с заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллом Бычковым. Наверное, давайте начнем со Старой Табаги. Очень много лет, наверное, с момента появления проекта Ленского моста, жители села вызывали недовольство свое, что подъездные пути будут проходить через их населенный пункт, будут сноситься дома, изыматься земли. Сколько же было всего вариантов этой трассы и какие доводы все-таки сыграли ключевую роль в выборе окончательного? Конечно, было очень много на эту тему работы проделано. Вариантов было 4. По поручениям главы республики Айсена Сергеевича Николаева было определить ту траекторию моста, которая была бы оптимальной с транспортной точки зрения, но самое главное, чтобы она не создавала ограничений, во-первых, для развития поселений, в частности, Старая Табага, первое. Второе, минимально бы затронула те владения, домовладения, которые находятся в створе этого моста. И, в-третьих, конечно, чтобы сама архитектурная часть не пострадала, чтобы, наоборот, мост создал точки роста, в том числе для Старой Табаги, чтобы это не просто сохранить, но и развить. Это поручение было дано больше, чем полгода назад, когда мы эти трассировки уже на проектном уровне изучали, и в тот момент жители высказали ряд своих предложений, провели несколько встреч, и в итоге удалось найти тот вариант, который мы представили на суждение жителей, вынесли на утверждение главы республики. На этой встрече как раз мы этот вариант прохождения моста с ними обсудили и получили не просто поддержку, а такую искреннюю поддержку. Но они обсуждали с нами действительно развитие своего села, те перспективы, которые они получают в связи с этой инфраструктурной единицей. И, безусловно, атмосфера была очень такой дружеской, теплой, и мы действительно почувствовали поддержку населения в этом очень непростом вопросе. А если говорить про трассировку моста, то была выбрана трассировка, которая одновременно решает проблему берегоукреплений, поскольку в селе Старая Табага эта проблематика стоит очень остро. Там действительно подтапливаются берега, эрозия, разрушается почва, идет оползание берега. И на самом деле трассировка моста, который проходит по берегу, одновременно создавая возможность и возводя берегоукрепления, безусловно, для жителей это будет самым таким, наверное, ценным добавлением к этому проекту, который можно было бы себе представить. И на самом деле, конечно, это вызывает определенное удорожание, но это удорожание незначительное по сравнению с теми преимуществами, которые оно дает. Во-первых, туда попадает очень мало земельных участков и практически нет домовладений. Но все-таки что-то будет изыматься. Вы знаете, там будут участки, там нету домов.
вот на этой, и все дома, которые находятся, они все равно имеют определенные риски сейчас в связи с подтоплением берега. Делать там берегоукрепление или мост для этих жителей было бы одинаково, но поскольку мост – это более фундаментальная конструкция, конечно, берегоукрепления будут более существенными, такими, как вот в Ленске сделано, такие, как в Алекминске. То есть это серьезные сооружения, которые на многие десятки, то и больше лет людям создадут комфортные условия и абсолютно безопасные условия для проживания. Не стоит уже каждый год бояться паводков, оползания пород и так далее. Вот этот вариант мы считаем, что наиболее оптимален, и жители нас в этом плане поддержали, приветствуя такое решение. Но мы, конечно, им обозначили все варианты, поэтому можно сказать, что жители его выбрали. Вот этот вариант удорожает мост на 1,5 миллиарда рублей. Деньги будут потрачены именно вот на берегоукрепление или какие-то еще статьи затрат подразумевают? У нас вопрос с берегоукреплениями в Старой Табаге стоит уже достаточно давно, и в любом случае этот проект необходимо было бы делать. А поскольку сейчас есть возможность его совместить, то еще раз скажу о том, что качественно уровень этого сооружения будет, безусловно, выше, надежнее и существеннее, чем он предполагался ранее. О работе над мостом на федеральном уровне, то, что сейчас происходит вот в данное время. И был проект указан о национальной программе развития Дальнего Востока, который внесен уже в правительство страны. Что там с нашим мостом? В национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и с перспективой продления до 2035 года, так называемая нацпрограмма Дальнего Востока, этот объект туда включен. Сейчас идет работа над тем, чтобы включить объект в комплексный план развития магистральной инфраструктуры Российской Федерации. Это программа, которая объединяет наиболее важные, емкие, масштабные проекты по инфраструктуре. Это и дороги, и мосты на территории всей России. Всем понятно, что уже нету никаких сомнений, что этот мост – это такая ключевая связка Дальнего Востока не только даже для нашей республики. Ведь связка будет соединять Восточную Сибирь с портами Охотского моря через Якутск. То есть это будет магистраль, по которой можно будет круглогодично, круглосуточно передвигаться, передвигать товары, грузопотоки. То на сегодняшний момент, если даже взять отдельно нашу республику, то транспортная круглогодичная доступность нашего региона составляет немногим более 20%. Это на самом деле в наших реалиях, в наш век супертехнологий, в наш век скоростных перемещений, гипермобильности, конечно, такая транспортная доступность, она, с точки зрения государственных интересов, она крайне мала в настоящее время. Поэтому мостовой переход через реку Лена, напомню, что через реку Лена нет вообще никаких мостовых переходов в Якутии, и это такая единственная необузданная пока водная артерия нашей страны, позволит сделать транспортную доступность более 70%. Круглогодичную. Вот просто вдумайтесь, что это в 3,5 раза повысит этот важнейший показатель. Поэтому это для нас даже не вопрос экономики, это вопрос жизнеобеспечения. И именно этот тезис сегодня звучит на всех федеральных уровнях, во всех федеральных ведомствах. Мы получили поддержку наших коллег в Минэкономразвития Российской Федерации, в Минтрансе Российской Федерации. Звучит он на уровне высших руководителей правительства, вице-премьеров. Ну и, конечно, президент Российской Федерации уже издал несколько указаний на этот счет, начиная с несколько лет еще назад, и в этом году, и в прошлом. Эти аргументы звучат намного увереннее, так басовито. Внимание приковано практически всех руководителей к этой тематике. И на самом деле сейчас у нас идет планомерная, такая фундаментальная, но очень важная работа по структурированию финансирования под этот проект, что, в общем-то, для нас является такой важным показателем, то, что, конечно, мост у нас будет. Просто впереди предстоит очень большая работа.